что, Руслан, с Днем знаний тебя. Вообще, мне кажется, современный такой подход к школе – это когда у родителя сформулирован заказ к этой школе, к получаемым знаниям ребенка. Ты видишь, да, выражение моего лица? Я тебя умоляю, какой заказ? Сейчас главный социальный заказ всех родителей. Заберите, пожалуйста, детей обратно в школу. Умоляем, мы больше не можем с ними дома учиться. Вот главное желание сейчас всех родителей. Ну не драматизируй. Чтобы все вернулось на круги своя, за парты. Руслан, не драматизируй. Я говорю о том, что родитель должен быть включен в процесс обучения. А вот качество получаемого обучения, которое дает школа, вот это интересно обсудить. Алсу, как человек, который прошел путь от пионерской дружины до современного ЕГЭ, я тебе так скажу, что пока твой собственный ребенок в школу не пойдет, ты не будешь иметь полное представление об этом. Я готовлюсь к этому. Хотя, конечно, 1 сентября было бы странно говорить о чем-то другом, как не об образовании. Давай поговорим об этом сегодня. Давай посмотрим сюжет и обсудим в очередной раз. Давай. Мороз и солнце, день чудесный, еще тут дремлешь, вдруг прелестный. Накануне 1 сентября 7-летняя Арина повторяет по памяти Пушкина, показывает тетради с чистописанием и математикой. Девочке не терпится в школу. Она целый год ходила на дополнительные занятия, готовилась. И вот, куплена форма и яркий ранец. Первый раз в 1 класс. Раньше, когда мы шли в 1 класс, да, у нас так и было. Мы приходили, ничего не знали. Но сейчас система образования не стоит на месте. Дети становятся как будто бы умнее. И уже есть требования такие, чтобы к 1 классу ребенок умел писать, читать, складывать. Кстати, складывать мы тоже умеем. А эту Арину тоже ждет 1 класс. Летом этого года Арина Сергеевна получила красный диплом педагогического колледжа. И такая удача. Рядом с домом в селе Михайловка Уфимского района построили такую школу, что и не снилось. Здесь есть и микроскопы, и планшеты, и наборы для экспериментов, и конструкторы. И главное, ее приняли на работу. Я когда пришла 1 раз сюда, у меня было просто огромное удивление, когда я увидела столько материала, вот столько пособий. То есть у нас такого в школе не было. В новый коллектив директор школы «Олимп» Ирина Матвеева тщательно выбирала специалистов. Многодетная мама с большим педагогическим стажем, а теперь еще и с опытом строительства школы с нуля от нового учебного года ждет продолжение воплощения задуманного. Одно дело построить школу, одно дело оборудовать учреждение, а другое дело выпустить достойных учеников, да? И держать, да, естественно, марку. Поэтому мы на месте не стоим и смотрим только вперед. И несмотря на все оборудование, которое сейчас есть, поверьте мне, есть множество идей, которые мы планируем осуществить в плане и финансового наполнения данного учреждения, ну и, естественно, во вложении в наших педагогов. В 11 класс Камиль идет с большой мечтой. Он серьезно увлекается электронной музыкой и, конечно, хочет стать популярным. В его планах на ближайший год сдать успешно ЕГЭ и получить контракт с лейблом. После 11 класса, я думаю, я пойду или в инженерию, или в программирование. А это вижу как хобби. Ну или если у меня получится до поступления в университет как-то выстрелить, если моя музыка там, если меня подпишет лейбл какой-либо, то, возможно, полностью там заброшу идею об университете и буду только музыкой заниматься. Каждая мама, наверное, думает, чтобы у нее ребенок получил какую-то престижную профессию, да, такой. Но вот если у меня сын, нравится музыка, мне, конечно, кажется, это вообще несерьезным, это может быть только хобби, кажется. Но в то же время я ему говорю, если у тебя получается, если тебе это нравится, то, пожалуйста, ладно. Хотя в душе-то хочется все равно, чтобы он более серьезную какую-то профессию получил. Начнем с арифметики. 1 сентября в школы республики за знаниями отправились около 500 тысяч детей разного возраста. Из них 58 тысяч в 1 раз в 1 класс. Кто-то из родителей скажет «очередной учебный год», а кто-то видит возможность раскрыть талант ребенка, а дальше уже работа учителей и педагогов. Какие задачи стоят сегодня перед нашей системой среднего образования и как она должна развиваться? Чего ждут и с чем, возможно, не согласны родители школьников? Сколько стоит сегодня школа? Осталась ли в прошлом удаленка и какие выводы мы из нее сделали? Число пи, проблемы, перспективы, прогнозы. Эти и другие вопросы обсуждаем сегодня в программе «Честно говоря» вместе с Алсу Сликаевой и нашими гостями. Итак, представлю их.
Римма Ронжина, директор Уфимского лицея номер 58. Ильдар Мавлетбердин, первый заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан. И Рушана Смирнова, эксперт в сфере образования, специализируется на семейном образовании. Добрый день, здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну, собственно говоря, в День знаний о какой теме еще можно говорить, кроме как об образовании и о школе, да? Ильдар, давайте, естественно, начнем с вас. Скажите, пожалуйста, вопрос, который волнует всех родителей и не только их. Удаленка осталась в прошлом в образовании? Я надеюсь, что все-таки удаленка осталась в прошлом. По крайней мере, все 1301 школа Республики Башкортостан входят в новый учебный год на очное обучение. Ильдар, скажите, пожалуйста, давайте будем называть вещи своими именами. Мы говорим о вакцинации, которая является самым действенным, эффективным способом профилактики коронавируса. Какую позицию занимает Министерство образования Республики по поводу вакцинации педагогического состава? Убеждение, работа с сотрудниками, работа с педагогами. Только сила убеждения, авторитет руководителя, авторитет директора. Римма, скажите, пожалуйста, вот в вашем лицее как с этим обстоят дела? Как вы работаете с коллективом в этом плане? Ну, я не могу сказать, что работа шла очень гладко, но, тем не менее, действительно, единственный способ – это рекомендовать, убеждать коллектив сотрудников. Понимаете, каждый сотрудник нашей образовательной организации на счету, то есть нет лишних людей. Мы заинтересованы в каждом, мы беспокоимся за здоровье каждого. Понимаете, сейчас, на данный момент, практически все педагоги привиты. Вот буквально один человек сейчас у меня находится вот на распутье. В прошлом году, когда вводили удаленку, конечно, это был вызов. Это была не то, что неожиданность, это был гром среди ясного неба. И давайте ради справедливости признаем, я как сам родитель говорю, все-таки наша система образования в короткий срок сумела адаптироваться. Да, были шероховатости, да, были проблемы, да, было много вопросов, но все сработало, все нормально. Ильдар, вот в этом году, вот в августе был педсовет, да, большой, традиционный. Какие задачи, во-первых, стоят в новом учебном году и какие изменения внес в эти задачи опыт удаленки? Ну, во-первых, действительно стоит признать, что это был вызов, переход на дистанционное обучение, пандемии. Помимо, конечно, негативных факторов, да, и отсутствия контакта учителя с ребенком, конечно, и были какие-то плюсы. Да, и это активное сейчас внедрение цифровизации, это активное использование нашими учителями дистанционных форматов. Обучения, это да? возможности для отдаленных сел, кстати говоря. Да, когда сейчас учитель, лучшие учителя. Мы, кстати, ЕГЭ вот ровно таким же образом работали с учителями сел, деревень. При подготовке и так к далее. ЕГЭ? При подготовке к ЕГЭ, да.Естественно, мы не выезжали в муниципалитеты, мы могли провести дистанционку. В дистанционном формате. Августовский педсовет, который прошел 13 августа, ну, во-первых, основной темой его была воспитание и социализация наших обучающихся. Это была, наверное, одна из ключевых тем. Во-вторых, это внедрение в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов, так называемые стандарты третьего поколения. Они вступают... Они новые, они вводятся только с этого года? Они со следующего года, с 1 сентября 2022 года вступают в силу. То есть с 1 сентября 2022 года мы не сможем принимать детей на программы начального общего и основного общего образования, то бишь в 1 класс, в 5 класс, по старым стандартам второго поколения. Ильдар, мы правильно понимаем, сейчас? вот для простоты, да, вот предыдущий образовательный стандарт был утвержден еще 10 лет назад. Да, раз в десятилетие. Время ушло вперед объективно, да, и его Но чем время сейчас поменялось? Вот Все что верно. сейчас Так? будет? Стандарты отвечают требованиям экономики, общества и так далее. Цифровизация, да, во все Так. сферы. Четкие требования к результатам освоения образовательной программы, контроль родителей, да, то есть родители понимают, что освоил конкретный ребенок, упор на развитие таких понятий, как функциональная грамотность, да, читательская грамотность, математическая грамотность. Есть интересное новшество, то есть вот сейчас можно говорить о том, что будет установлено четкое, единое образовательное пространство по всей стране, по всей системе образования. Не рекомендуется менять темы. Да, то есть учитель при составлении своей рабочей программы, сейчас ему строго не рекомендовано менять кто-то темы. может увидеть в этом и минусы, и недостатки. То есть у учителя остается меньше пространства для творчества. Возможно. кажется, Может быть, Римма на этот вопрос ответит. да. Вы Может уже быть, вам, да. ознакомлены, готовитесь к этим Удобнее ответить на стандартам? него.
конечно. В стандарте нового поколения более четко прописаны действительно результаты освоения образовательных программ. Но ЕГЭ – это разве не результат? В чем смысл? Вот о каких результатах мы сейчас говорим? Ну, результаты – это не только предметные результаты. Результаты личностные, метапредметные, понимаете? То есть вот там все четко очень прописано. А вот то, что говорит Ильдар Маратович, вот представьте себе, пожалуйста, вот мы говорим о едином образовательном пространстве сейчас, да? Вот во всех регионах России, да, ну и не только России, допустим, нашего Башкортостана, многие предметы, вот я математик, могут преподаваться совершенно по разным программам. Допустим, в 10 классе проходится одна тема в одной школе, а в другой школе она может проходиться в 11 классе. Понимаете? Это создавало очень большие проблемы, очень большие при переходе ребенка из одного образовательного учреждения в другое. Вот сейчас вот прописываются программы образования, в которых вот это все будет регламентировано, унифицировано. Но, тем не менее, я хотела сказать, что вариативность программ тоже возможна, и учитель тоже может носить какие-то коррективы в эту программу в рамках, вот, которые предполагаются. Рушан, вы как оцениваете новые стандарты, которым еще в следующем году? Я как эксперт в семейном образовании совершенно спокойна, потому что ФГО старых стандартов и ФГО новых стандартов является федеральный государственный образовательный стандарт, федеральный закон, один из самых демократичных в мире. На самом деле. Он неплохой. Вот все его ругают, да, я всегда родителям, если встречаюсь, я говорю, почитайте, он хороший. Там ничего не написано такого, что могло бы возмущать. Там написано, что, в принципе, дети должны расти счастливыми, развитыми, умными и использовать все возможности современного времени. И то есть, вот, когда что-то вот такое ругают, ну, распечатайте. Более того, федеральный государственный образовательный стандарт, вот в чем его демократизм, даже где-то, наверное, и излишне, но с другой стороны, это неплохо, это возможность. Он предполагает, что можно ребенку давать образование самостоятельно. Семья может, уведомляя органы образования, то есть не разрешая, не заявление там разрешите, а просто заявление уведомительного характера, что я принимаю решение, или там мама, там папа, или кто-то, да, семья, я принимаю решение дать ребенку образование в семье. Это возможно, и это не так сложно. И многие этим пользуются. То есть, да, можно остаться в жесткой системе, но у людей всегда есть выбор. Спасибо большое. Главной оценкой качества образования сегодня являются баллы ЕГЭ. Рейтинг школ, мнение выпускников 100-бальников и их учителей в нашем сюжете. Влад Сливаев, несомненно, звезда Уфимского лицея 94. Еще в 8 классе он, благодаря победе на Всероссийской олимпиаде школьников по праву, получил возможность поступить в любой вуз России на специальность юриспруденция без конкурса. Сегодня он идет в 11 класс и снова будет готовиться к участию в олимпиаде. Побывая один раз, никто из олимпиадников не захочет бросить эту всю сферу, потому что там есть много очень интересных ребят. В принципе, поехать в какой-то другой город, встретиться там с людьми со всей страны, которые имеют общие с тобой интересы, это в принципе очень круто. И никто не захочет забросить олимпиаду, в принципе. Я не знаю такого человека, еще никогда не видел его. Ученику, как и спортсмену, без тренера-учителя не подготовиться к олимпиаде. И характер у Игоря Машкова под стать олимпийский. В рабочие часы он учитель истории и обществознания, а по выходным – марафонец, бегун на длинные дистанции. Знаете, в чем фишка? Самое главное, самое классное. Вот, что когда ты на трассе бежишь, по трассе, марафон это можно, и ты обгоняешь ребят, которые в 2 раза младше тебя, такой кайф. Это так здорово. Найти способного ученика и воспитать школьного чемпиона – это профессиональное увлечение Игоря Ильича, но иногда этому мешают родители самих учеников. Подумаешь, математика. Ну и что? Ну изучал я алгебру и начал анализа. Мне это в жизни пригодилось? Нет. Ну и что? История, да. Ну взял, прочитал, там пересказал. Я всегда на первых родительских собраниях говорю, милые мои родители, вот есть куча олимпиад. Именно так, куча олимпиад. Постарайтесь, чтобы ваши дети поучаствовали в этих олимпиадах. Получается у него история обществознания. Все, значит, мы уже берем его под свое крылышко, и уже то, что охватить всех невозможно.
сейчас обсуждает вся Россия. История Алисы Тепляковой, 9-летней девочки, которая сдала ЕГЭ, успешно сдала ЕГЭ, поступила пусть платно, но она прошла по баллам в МГУ. Вот. Ильдар, вот не как чиновник, а как сам, как родитель, да, как отец, вот вы как к этому относитесь? А мне вот к этому кажется, факту? даже как чиновник и как человек с педагогическим образованием, многие говорят, что отец Алисы буквально хакнул систему образования и показал, что и лишил ребенка детства, да. 9-летний ребенок может сдать ЕГЭ на домашнем личное обучении. личное у ребенка должно быть детство, и у ребенка должно быть все поступательно. Да. Я отец 3 сыновей, старший сын в 6 классе. У него есть детство, как мне кажется. Да. Я уверен, что у него есть детство, у него есть 1 класс, у него есть друзья, которые шли с садика, 1 класс, начальная школа, вот сейчас вот основная. И дворовые друзья, и вот он счастлив, и то есть у него есть кружки и так далее. Здесь же вот как отец я говорю, что говорит папа, вот у ребенка что должно быть. вроде что можно все это уместить в какое-то небольшое время и дать вот все эти знания, которые, казалось бы, растянуты на десятилетия, за короткий промежуток. Это реально на самом деле? Или все-таки здесь мы говорим о вундеркинде, Мне либо... кажется, да, что здесь все-таки речь идет о, наверное, даже об исключении из правил таких детей. Я не знаю статистику, а 1 ребенок на 100 тысяч, может быть, 1 ребенок на миллион. А у нас в республике таких есть вот в системе немного. Образования, вы их наблюдаете? Да, которые перепрыгивают ступеньки. Которые перепрыгивают ступени, да, но чтобы в 9-летнем возрасте сдали... Ну, это исключение, конечно. Да. То есть на моей практике такого не было, чтобы ребенок, достигший возраста 9-10 лет, сдал единый государственный экзамен. На моей практике такого не было. Рима, вы как к этой истории относитесь? Ну, интересно же пообсуждать. Ну, вы знаете, очень неоднозначно отношусь. Ну, вот вы у себя в коллективе это обсуждали, кстати? Нет, не успели, потому что еще лето, и коллеги в отпуске, не успели мы обсудить, но, наверное, обязательно к этому придем вопросу. Вы знаете, у меня вопросы вот какие. Мы же на самом деле знаем эту историю только из средств массовой информации и не знаем, что там внутри. То есть вот как процесс вообще образования осуществлялся. Потому что для нас все-таки, для педагогов, между прочим, да. подготовка к ЕГЭ и образование, которое в школе дают, всестороннее, полноценное, это все-таки разные истории. Ведь можно к ЕГЭ, вот готовить было целенаправленно ЕГЭ, вот на эти тесты ребенка натаскивать абсолютно. И это, в принципе, было возможно. Опять же, нам не говорят, и это не образование. Этот ребенок, понимаете? Мы не знаем, насколько высокие баллы она получила. 47, что ли, или 50 по биологии, по-моему. Вот это единственное озвученное, единственное. Вот, понимаете, непонятно, потому что... То есть она прошла успешно. Ну, то есть понятно, что ребенок способный. Тут об этом даже... 47 баллов в 9 лет, это можно говорить об успешности. Мы не говорим, да, действительно, они каких-то... Ребенок способный, но насколько он глубокий и получил всестороннее образование. И как это, да, как у него получалось, не можем сказать. Да, ну, можем сказать. Давайте, да, отойдя от ребенка. Но тут же интересно как раз про семью. Вот смотрите, про социализацию. Нет, про социализацию я хотела бы вот дополнить. Да, школа, я понимаю ваши опасения, прекрасно понимаю. И где-то я сама не сторонник того образования, вот как пример 9-летнего ребенка. И я как бы к этому тоже очень осторожно отношусь и думаю, это показывает, ну, свойства памяти какие-то, да, свойства родительского воздействия на ребенка. А образование это что-то все-таки другое, да, непонятно. Нам то есть мы не знаем. Эти 10 лет образования, которое у нас заложено в стандартах конечно, физиология, возрастные нормы. Да, к сожалению, эфирное время не предполагает возможности поговорить обо всем, поэтому вернемся к нашей теме. Можно по-разному относиться к ЕГЭ, можно со знаком плюс, со знаком минус, но мы исходим из того, что ЕГЭ есть. Да? ЕГЭ есть. И на данный момент результаты ЕГЭ являются KPI для системы образования вот в конкретно взятой субъекте, в Башкирии, допустим. Да? И как у нас обстоят дела с количеством 100-бальников, мульти-100-бальников. И это же отражает конкурентность, да, образования. Какие успехи у нас в этом плане? Вообще, если говорить про ЕГЭ, действительно, вы правильно сказали, что ЕГЭ, оно есть. Мы исходим из этого. Итоговая форма аттестации, да, и ребята подтверждают на ЕГЭ, показывают то, чему они обучились, то, какой уровень знаний они получили. Мы не рейтингуем по ЕГЭ, мы не рейтингуем по результатам ЕГЭ ни школы, ни муниципалитеты.
Мы лишь делаем статистический срез, средний балл ЕГЭ по республике, и сравниваем его с прошлыми годами. Так. Это делается для того, чтобы обеспечить объективность и честность сдачи ЕГЭ. Достаточно давно был период времени, когда были попытки вот этого рейтингования, да, школ друг с другом, когда вот директор, здесь у тебя хорошо ЕГЭ, здесь у тебя плохо, и, соответственно, появлялся соблазн, раз тебя рейтингуют, значит, есть соблазн того, что надо повысить искусственно результаты. Мы отказались от этого давно, страна отказалась от этого давно. Более того, есть достаточно такой практически, скажем так, да, запрет на рейтингование для того, чтобы каждый показывал то, на что он способен. Каждый показывал то, на что он освоил, как освоил программу. Хорошо. Исходя из объективного показателя, средний балл ЕГЭ. Средний балл ЕГЭ. А вот дальше наша работа, Министерства образования и науки Республики совместно с Институтом развития образования, совместно с Башкирским государственным педагогическим университетом, уже смотреть по результатам. Мы работаем с предметными комиссиями, ну, условно говоря, да, с предметной комиссией по математике. Мы берем в разрезе каждое задание и смотрим, на каком задании ребята в республике хуже всего ответили или лучше, да, слишком легким был. Да, ну вот берем позапрошлый год. У нас позапрошлом году результаты по русскому языку немного упали по сравнению с результатами, соответственно, 2019 года. Был четкий анализ. Что, как. Мы сели с предметной комиссией, анализировали, на каких заданиях дети запали. Соответственно, мы потом по этим заданиям отрабатывали с учителями, со школами, с районами. Мы в программы повышения квалификации в Институте развития образования учителей, предметиков по русскому языку усиливали акцент именно на эти задания. То есть это реально работает? Это реально работает. Как результат в этом году 70,6 балла, средний балл по русскому языку. Ильдар, 70 баллов. Мы это вас средний поздравляем. балл. Это тоже Ильдар, давайте от общего удача. к частному, да? Рима, скажите, пожалуйста, как вы считаете, является ли вот средний балл ЕГЭ не то чтобы определяющим, но объективным показателем качества работы в конкретной школе? Несмотря на все, вот что сказал Ильдар Маратович, что ЕГЭ, рейтинговать школу по ЕГЭ нельзя, я все-таки придерживаюсь того мнения, что да. Потому что да, школа... можно рейтинговать или Нет, да, я не нужно? про рейтинг говорю. Вопрос был о является Среднем, ли показателем. Да, является ли это качество объективным работы. показателем? Да. Ну, не объективным, одним из показателей работы школы как всего коллектива. Потому что у нас есть социальный заказ родителей, да, чтобы дети хорошо сдавали. Мы заинтересованы в том, чтобы наши дети были конкурентоспособными, да, на рынке, так абитуриентов, скажем, да, поступления. абитуриентов, совершенно справедливо. Поэтому, конечно, мы радеем за каждого своего ребенка и радуемся успехам каждого. Поэтому у нас вот, ну, в школе традиционно достаточно высокие результаты ЕГЭ, чем мы, конечно, радуемся за своих детей прежде всего. Спасибо, уважаемые гости. А мы буквально уходим на минутную рекламу. Пожалуйста, не переключайтесь. Начали говорить с арифметики, посчитали, сколько детей пошли в школу, а вот хотелось бы про экономику. Сколько стоит вот содержать ребенка в школе? Это уже высшая математика. На самом деле, да, у нас образование бесплатное, но это бесплатное образование обходится и государству, и родителям, ну, такие приличные деньги. Сколько стоит вводить в кружки и секции? Слушай, на самом деле, если образование хорошее, то оно должно стоить денег. Да, сколько вот и почем? Давай об этом поговорим. Давай об этом поговорим. Не переключайтесь, мы все расскажем. Смотрите во второй части программы. Учеба – их главный труд. Сколько стоит хорошая школа? Точка, запятая, как не сломать детские зубы об орех школьной программы. 8 занятий, 8 тысяч в месяц. Продолжаем идти в школу, честно говоря. Звонок, он не только для учителя. В эфире БСТ, программы «Честно говоря». И сегодня, в День знаний, мы обсуждаем, конечно же, школьное образование в Башкирии, его доступность, качество и перспективы. К школьному обучению сегодня высокие требования. А идти в ногу с современными технологиями затратно финансово. Сколько стоят сегодня школьные знания? Немного экономики в нашем сюжете. Учитель технологии Ринат Баталов, кажется, до сих пор не верит своим глазам, что в его классе столько оборудования. Теперь урок труда будет по-настоящему высокотехнологичным. В классе по физике не менее восхищенный его коллега Фанис Сафин. Ему не терпится вместе со школьниками испытать все лабораторные работы и эксперименты. Допустим, в старых школах, как вы знаете, уже то одного не хватает, то другого, поэтому приходится только презентовать видеоопыты.
А здесь сами они вручную, когда дети сами берут, работают, их мотивирует это, и заинтересованность появляется по предмету физики. Строительство этого образовательного центра «Олимп» в селе Михайловка, рассчитанного на 640 учеников и 160 дошкольников, обошлось в 400 миллионов рублей. Деньги были привлечены из национального проекта «Демография». Еще 8 подобных школ в Башкирии в этом году будут открыты. Остальные, уже существующие школы, ежегодно также обновляют свои материально-технические базы. Знаете, хотелось бы, чтобы когда ребенок заканчивал учреждение, непосредственно наше учреждение, да, он понимал, что он хочет от жизни. Вот и наша задача стоит показать, чтобы ребенок себя уже к окончании 9-11 класса нашел свою нишу. Одна из первых учениц школы «Олимп» Ясмина с удовольствием хвалится и обновками к школе, и своими знаниями. В семье Насыровых она 3-й школьник. Мама старается одновременно и сэкономить, и всех детей порадовать. 10 тысяч точно не хватает путинских. Это однозначно. Тем более сейчас, учитывая у подростков, какие потребности. Они друг на друга смотрят, у кого-то что-то там. Одни кроссовки могут стоить там почти 10, скажем так. Поэтому, естественно, младших легче собрать, потому что они пока то, что купили, то, что дали, то одевают. Белый фартук, как когда-то был у мамы, 10-классница Карина собирается надеть только на 1 сентября и выпускной. А вот форму, которая обошлась примерно в 10 тысяч рублей, мама надеется, дочка будет надевать почаще. Сейчас женщина рассчитывает бюджет на репетиторов по подготовке к ЕГЭ. Если 8 занятий, 8 тысяч в месяц по одному предмету. Еве ни школьную форму, ни ранец не купили. 3-й класс девочка будет проходить на домашнем обучении под руководством частных учителей. На оплату их работы родители готовы потратить от 10 до 20 тысяч рублей в месяц. Первый толчок был, конечно, это пандемия. Когда ребенку в 2 классе, когда пошли только такие серьезные задания, темы интересные вот эти, мы вдруг закрытыми оказались. И невозможность обучаться в школе привела к тому, что родители стали учителями для детей. Большой резонанс вот на этом августовском педсовете вызвало выступление главы республики по поводу строительства специализированного математического лицея в Уфе. Ильдар, скажите, пожалуйста, если глава об этом говорит, естественно, он говорит это с подачи Министерства образования, что это востребовано. Насколько, вот вопрос я сформулирую так. Как обстоят дела и насколько востребована специализированная работа с одаренными детьми для того, чтобы раскрыть полностью их потенциал? Вот так я сформулирую. Насколько он нужен, да? Насколько нужен, как обстоит работа. Специализированного гимназии. Неужели не хватает той базы, которая есть сегодня, допустим? Мы считаем, что учреждение такого рода, оно востребовано, потому что, во-первых, учреждение такого рода, да, есть уже примеры, Республиканский инженерный лицей-интернат, к примеру, являющийся предуниверсарием нефтяного университета. Во-первых, там нет закрепления территорий. Это надо четко понимать. Мы изучили достаточно опыт сунцев, таких школ в Москве в том числе. У них нет закрепленной территории. Они могут вести по закону отбор. То есть не обязательно, да, что вот у тебя рядышком территория, вот дома, и вот ты обязан... Ну, это важный момент. Да. Это очень важно. То есть они ведут отбор как со всей республики детей, так и из соседних регионов. В чем и не только соседних, и в том числе... Плохого? Нет, это хорошо. Я вот ровно про то, что здесь хорошо. Здесь другие условия для педагогов, здесь концентрация педагогических усилий. В Уфе это все-таки все вузы республики находятся в Уфе. И еще огромный плюс в том, что мы даем хорошие шансы детям из малых населенных пунктов. Посмотрите по химии наши результаты заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Там ребята с Хайбулинского района, ребята с Бурзянского района республики, которые прошли отбор, теперь занимаются здесь, занимаются с ведущими учителями, занимаются с ведущими преподавателями. На базе какого учебного заведения? К примеру, инженерный лицей-интернат, тот же, это модель, которая уже существует. А БРГИ, допустим, это как один из примеров. БРГИ номер 1 в том числе, то есть это государственные школы-интернаты, они имеют условия для проживания, имеют условия для раскрытия потенциала ребенка и имеют хорошее материально-техническое обеспечение. Здесь не секрет. Еще раз говорю, это отбор. Они отбирают детей
с регионов, отбирает регионов. Все-таки мы здесь говорим о некоем, это, наверное, не совсем корректное слово, насколько можно его употреблять в отношении детей, да, выше среднего уровня. Да? Да, я бы сказал, да, выше среднего уровня способности детей, да, если вообще можно так говорить о детях. Рушана, как вы Есть что добавить? Да, есть что добавить. Во-первых, действительно, одаренные дети требуют определенных условий для своего развития. Это однозначно. И с ними другая педагогическая работа, и другие траектории, и психологическая помощь, и собственная поддержка семьи тут важна. Тут это надо понимать. Вообще, на самом деле, дети, я бы на уровне, если бы, да, я бы ДК бы, да, если бы, конечно, дети видны, вот такие дети самого раннего возраста. Их брать на карандаш бы хорошо. Не как ребенка, которого приводили в пример сдать ЕГЭ, а так, чтобы сохранить его здоровье. В нормальном смысле, да? Да, в нормальном смысле. Но можно вот такой, у меня заказ такой. У нас на самом деле в Башкирии есть достаточно много хороших школ, куда вот я бы рекомендовала одаренного ребенка, математически или технически одаренного ребенка есть куда идти. А вот, собственно, какой-нибудь бы интернат для ребенка-филолога, для ребенка, который увлекается историей. Науками. Вот мне кажется, почему-то мы забываем про естественные науки. Потому что я знаю таких детей. Вы сами про химию говорите. Химия все-таки это больше естественная наука, но это как пример. Это те, кто будущие врачи. Историю, русский язык, врачи. БРГ номер 1. Ведь у него закрыт, да, это вот как один из примеров. Но я говорю сейчас про учреждение, которое имеет интернат, которое имеет условия для проживания. Мы же сейчас говорим, хорошо было бы, чтобы такое учреждение было. Да, больше было, мне кажется. То есть такой пример уже есть. Рами Гарипову. Да, учреждение. Это мы говорим, Ильдар, это мы говорим о каких-то конкретных учебных заведениях. Да, это уровень выше среднего. Да, но все-таки одаренных детей, их... может быть, к этому стоит стремиться? Не просто к этому, говорят, что к этому, конечно, стоит стремиться, безусловно. Рожден талантливым. Да, возможно, просто не смогли рассмотреть. Да, возможно, просто не смогли рассмотреть. Вопрос по поводу точек роста. Где и в каком виде они предусматриваются Министерством образования в республике? Вообще точки роста начали свое существование, скажем так, с 2019 года. Они были закреплены в национальном проекте образования. Причем изначально 2 года точки роста шли по пути 3 предметных областей: УБЖ, информатика, технология. То есть это была робототехника, квадрокоптеры, прототипирование, это были основы безопасности. В 2020 году министром просвещения России было инициировано совещание, туда пригласили представителей регионов, и вот наше предложение было усилить точки роста и при закупке оборудования для точек роста учитывать в том числе и другие предметы, такие как физика, химия, биология. И наше предложение услышали. И вот с этого года 207 школ Республики Башкортостан получат лаборатории, цифровые лаборатории, реактивы. Уже по 3 Это приличные деньги. Это хорошие деньги. О какой сумме идет речь? Сколько стоит хорошая школа? Если брать в общем, да, смотрите, в этом году 324 миллиона рублей нам выделили для оснащения 207 школ. До 2024 года включительно это более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. То есть вот в среднем там есть базовый, есть профильный уровень от 1,5 до 2 миллионов рублей на предметы, на оборудование. Спасибо, мы обязательно продолжим тему. Образование детей не ограничивается школой. Кружки, секции, а теперь еще и вебинары. Вот еще одна существенная статья расходов родителей. Можно ли сэкономить и не потерять в качестве? Какие возможности дает государственная система дополнительного образования? Посмотрим, обсудим. Что дорого, а что бесплатно? Хореография будет подороже. У нас лауреаты, призеры, победители чемпионатов России. Хорошие результаты показывают. Там, конечно, будет чуть-чуть подороже. Сколько? О какой сумме идет речь? От 2500. В месяц? Да, в месяц. А что бесплатно? Бесплатно есть гимнастика бесплатная, вокал бесплатный, спортивные секции также бесплатные они есть. И не только на базе спортивных школ, а также на базе дворцов творчества. У нас результаты и на всероссийском, и даже международном уровне. То есть это олимпиады, это Всероссийская олимпиада школьников по экологии и
У нас очень много призеров всероссийского конкурса «Юниор». Готовит Габасова Эльза Земфировна. И дети с этими результатами получают дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ. Ну и, конечно, это дает им путевку в жизнь. Резюмируя наш сегодняшний разговор, давайте каждый из вас ответит на вопрос, что бы вы хотели пожелать себе и своим ученикам, в вашем случае всей республики, в этом учебном году. Я хотела бы своим ученикам пожелать плодотворного учебного года, очного, спокойного. Очного года. Очного, спокойного и удачного для всех. Чтобы всем участникам образовательного процесса было комфортно и хорошо в нашей школе. Рушана. И я бы посоветовала, пожелала всем родителям, всем педагогам, всем административным работникам понимания, что мы, в принципе, воспитываем, растим и учим детей для счастья. Мы их должны научить в первую очередь быть не сколько успешными, а счастливыми, чтобы мы об этом никогда не забывали. То есть важнее не подготовка к ВПР, да, а важнее, чтобы было интересно учиться. Ну и так во всем. Ну, в этой части, продолжая вашу мысль, наша история, которую мы обсуждали про 9-летнего ребенка, который сдавал ЕГЭ, ответ очевиден. Да? Ильдар. Всем нам здоровья. Нам, министерству, сотрудникам администрации, отделов образования, педагогам, учителям, детям счастливого детства, хорошей учебы, причем очной учебы. Ну, а вот чиновникам от системы образования, знаете, их себе хотелось бы пожелать, наверное, чтобы мы вот все-таки ушли вот этих вот писанин методических рекомендаций, что делать в случае ковида, если вдруг что-то там... Да, вот чтобы мы вот забыли про это и наконец-то перешли просто... Вот Занимались детьми. Занимались образованием. Уважаемые гости, огромное вам спасибо, что вы нашли время сегодня прийти. Поздравляем вас и нас всех с Днем знаний, с этим замечательным, светлым праздником. И большое вам спасибо за честный разговор. Спасибо большое, до свидания. До свидания. До свидания. Ну вот то, что я увидел сегодня и в выпуске, и с нашими гостями в ходе общения, да, что педагоги не меньше, чем родители, рады возвращению детей в школу. Но мне кажется, что здесь больше был блеск в глазах про возможности, про то, что школы развиваются, получают новое оборудование, с этим интересно работать. Мне кажется, что вот радость больше про это. День знаний, все рады встрече друг с другом, и дети, и родители, и учителя. С Днем знаний, Руслан. Тебе слово. До чего дошел прогресс? До невиданных чудес, опустился на глубины и поднялся до небес. Но несмотря на всю компьютерную начинку, умные классы, дистанционные методики и прочие зумы и скайпы, современная школа, честно говоря, это все-таки по-прежнему, прежде всего, живые люди и живое общение между педагогом и учеником. Ну, с Днем знаний нас всех и возвращением за настоящие парты. Теперь точно доживем до понедельника. До свидания, берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.